Тырского ветеран Шасовича, дорогие ветераны и гости съезда, занимаясь проблемами ветеранов, инвалидов войны, пропагандой патриотического воспитания, как от имени организации, так и через своих представителей в различных структурах, мы добились, на наш взгляд, неплохих результатов. Мы всегда реагировали на проблемы, которые угрожают безопасности абхазского государства. Противоречивая внешняя политика Абхазии и искусственная ослабленность наших позиций в крайне агрессивной информационной войне, которую неустанно ведет Грузия против Абхазии и нашего стратегического партнера России, также требует кардинальных решений, так как большей части общества недоступна и не ясна реальная картина происходящего. Вершиной айсберга накопившихся взаимосвязанных проблем является увеличение числа нелегальных жителей Абхазии за счет граждан Грузии и их паспортизация, противоречащую законодательству Абхазии. Мы неоднократно выступали против, заявляя о нашем отношении публично. Мы призывали все общество обратить внимание на эту прямую угрозу безопасности Абхазии, которая подрывает основы конституционного строя. Кто несет за это ответственность? В 2009 году наш протест, связанный с тем, что парламент изменил закон о гражданстве, поддержали все, в том числе и ветераны, состоящие в различных политических партиях. И сегодня, когда выяснилось, что, несмотря на это, власть, нарушая законы, продолжает массовую паспортизацию граждан Грузии, я еще не видел ни одного ветерана, кто бы согласился поддержать такое положение дел. Скрытая фактическая продажа земли, несмотря на то, что мы неоднократно призывали объявить мораторий на приватизацию и продажу чего бы то ни было в Абхазии, тем не менее эти процессы продолжаются, и по вновь поступившей информации есть достаточное количество людей, которые вновь лоббируют нашумевшую историю с продажей Дон Табака, расположенная в Гагрском районе. Кто несет за это ответственность? Напомню слова Мушни-Хварцкия: мы выживем в новом качестве, более мудром и более честном. Народ нуждается в первую очередь в честности и единстве ветеранов, чтобы все вместе, достойно объединившись с народом, раз и навсегда решили проблемы, которые угрожают всему народу Абхазии. И одной из частью этих решений видится нам полный запрет предоставления абхазского гражданства гражданам Грузии. Призываю всех, кого беспокоит угроза огрузинивания Абхазии, объединиться и все вместе защитить наш народ и государство. Уверен, вместе мы непобедимы. С кем мы 2-3 года работали, здесь их меньшинство. А в основном те, которые с нами боролись, против нас боролись, оскорбляли и так далее. Я их больше здесь вижу. Честно сказать, заявление написал давно, потому что один руководитель не может пожизненно руководить даже общественной организацией. Надо частенько менять. Это вот как бы в укор властям. Вот. Я по этой причине написал заявление давно, но так получилось, там, то выборы, то что-то другое, там, и съезд наконец-то собрался, естественно, надо решить организационный вопрос. По нашему уставу не Высший совет избирал председателя, а съезд избирал. И поэтому съезд должен меня освободить. Я поэтому просил, чтобы этот вопрос вы поставили. Теперь причина, по которой я сегодня сюда пришел. Объясню коротко. Я думаю, как вот человек 20, 30, 40, может быть 50, которые здесь присутствуют, с кем мы создавали эту организацию, и не просто создавали, а вместе какие-то дела, я считаю, хорошие делали. Меня что удивляет? Понимаете, в свое время мне Анклав сказал, что я не политик, он прав. Когда единственный раз он был прав, вот я считаю тогда. Я, конечно, не политик. И я был в той оппозиции, в которую я верил, я считал, что у лидеров благородные цели, у них нет задачи вот любой ценой занять там кресло, там, и так далее, вы понимаете. Я в это верил до последнего момента, но после президентских выборов последних, будь они неладны, вот я этого уже не увидел. В свое время я ушел из той оппозиции,
По одной простой причине. Вот Олег Несторович здесь сидит, он не даст соврать. Когда та оппозиция начала собирать всех и вся, когда самые одиозные фигуры в правительстве Арденба начали убегать от него, вообще самое главное качество человека, я считаю, это благодарность. Не честность, не это все это пустые слова. Человек должен быть благодарным. Вот когда они начали оттуда все убегать, те, которые, я не знаю, как только нас не называли, там, филиал грузинского Гурзнеба и так далее, в общем, всякое было. И они все перебежали в лагерь оппозиции, естественно, они выиграли. Потому что им нужна была победа любой ценой. Потому что они хотели назло Арденба прийти к власти, говорили, что будут созидать, но это не получилось. Сейчас история повторяется. Происходит то же самое. Господа вожди оппозиции, вы идете по такому же пути. Я когда некоторым это говорю, они говорят, а иначе мы не выиграем. Я хочу вас спросить, а зачем вам такая победа? Они же тоже что-то хотели, наверное, хорошее сделать. Не получилось, потому что они собрали черт знает кого. Лишь бы выиграть, как будто немцев выигрывали, как будто Рейхстаг брали. Готовы были с танками идти, кабинет Владислава разграбили. Больше меня в оппозиции, я не знаю, сколько там нас было. Но я вообще в мыслях у меня никогда это не могло прийти, зайти в кабинет Владислава за то, что я с ним в чем-то не согласен. Еще неизвестно, был я прав или не был прав. И вот эти люди сегодня будут штурмовать там кабинет, я не знаю, Анкваба будет, Шамба будет, неважно. Им важно штурмовать чей-то кабинет. И этому вы способствуете. Вот здесь красивые слова, под которыми все подписались, и лидеры Единой Абхазии. А вот за эти 6 лет можно, знаете, полное собрание сочинений, Ленина будет плакать. Столько можно собрать, что они описали о деятельности оппозиции. Как они с пеной у рта защищали даже изменение закона о гражданстве. И сегодня вы с ними объединяетесь. Какие у вас цели, я спрашиваю? Вы хотите любой ценой выиграть? Извините, людей не обманывайте. Любой ценой победа ни к чему хорошему не приводит. Что изменилось за этот 1 год? Вы политики, я в такую политику не играю. 6 лет они нас поносили. Психически больные и так далее. Раум Джункович, ты забыл? Даже в одну газету нам посвятили. Это была великая честь. Когда в Единой Абхазии там амнезия, психически больные и так далее. Кто-нибудь из них, я спрашиваю вас, как гражданин этой страны, на заседании правительства сказал, что мы делаем неправильно с изменением этого закона? Мы делаем неправильно, что массовую выдачу. А сегодня здесь вы подписываете. Но это тогда разве не делалось? Только потому, что я сегодня остался без должности. Кто-нибудь из них на наш съезд пришел даже в качестве приглашенного, а мы всегда приглашали членов правительства. Да потому, что мы были прокаженные. А сегодня что получается? Хотите победу любой ценой. Да. Зачем вы людей обманываете? Слушай, а русскую руму, инхаруб, инцуруб, красивыми словами не надо людей болванить. Хотим к власти, скажите. Хотим обратно туда прийти. Многие из нас там уже были. Не надо обманывать. Знаете, моя оппозиционность, допустим, Даура и ваша оппозиционность разные вещи. И у других, правильно же? Сколько ты дней сидел в камере? Какое было обеспечение информационное, политическое твоему аресту, Якуб Васильевич? Или ты уже не сидел в камере здесь? Нет. Какое было обеспечение информационное этому процессу? Политическое. Политические партии собирались, устраивали, я знаю, вашу фамилию подключили в Гудаутах, устроили обструкцию вам. Это же было? И вы сегодня хотите объединиться? Объединяйтесь! Нет. Я закончу. Да, я закончу. Поэтому... Нет. Да, я закончу. Потому что наша оппозиция, как я считал, у нас были благородные цели. Я не видел людей, которые рвались любой ценой к власти. Ну, может быть, я слепой, но я этих людей не видел.
Вот. А сегодня получается то, что случилось с Айтайра. Мы хотим любой ценой прийти к власти. Поэтому я вас прошу, вы меня освободите. Но то, что вы начинаете плохое дело, я уверен, через 3 года вы выиграете эти выборы. Но нам, власть Анкваба, покажется, мы будем вспоминать ее добрым словом. И это благодаря лидерам нынешней оппозиции происходит. А других у меня нет претензий. Якуб Васильевич, и тебя сажали, и посадили бы пожизненно, но не получилось. И нас. Полистайте иногда на досуге свои эти великие статьи. 6 лет вы писали, вы соревновались. Да. Да, это принципиально, потому что важно, с кем мы объединяемся и какие у нас цели и задачи. На зло нельзя добро делать, на зло добро не сделаете. Да. Слушай, вот здесь все, что написано, люди, которые это притворяли в жизнь, вы вместе с ними подписываете. Кто этому будет верить? Почему в течение 6 лет таким же массовым порядком выдавали паспорта, и эти господа нас называли, как нашу организацию называли? Мы угроза национальной безопасности. Понимаете, вот с таким началом я вам удачи не могу желать. Но я благодарю вот этих людей. Здесь вас не так уж и много, благодарю. И последнее, Виталий. Ты мне сказал, что политикой вы не будете заниматься. Виталик, чем вы будете заниматься? Еще не хватало, чтобы ветеранская организация не занималась политикой. Знаете, не надо ни от кого дистанцироваться. Понимаете, а собирать людей, которые 6 лет нас хоронили, готовы были уничтожить, с этими людьми, я считаю, что вам не по пути. Если вы пойдете с этими людьми, я вам добра не желаю. Вадим, я надеюсь, что в рамках своего доклада я отвечу и на поставленные тобой вопросы. Можно, конечно, перейти в полемику и говорить своими словами, но как раз я эти мысли выложил в своем докладе, который и зачитаю. От всей души хотел бы поздравить вас на сегодняшнем съезде общественное движение ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года АРУ. Наш форум проходит в канун 20-летия победы народа Абхазии, в который присутствующие в этом зале внесли самый непосредственный вклад, пройдя через тяжелые испытания и гибель наших боевых друзей. Замечу, Вадим, что мы ветеранская организация, и говорим в первую очередь именно об этом, которые внесли непосредственный вклад, вынеся на себя тяжелейшие испытания и гибель наших боевых товарищей, поскольку мы не политическая организация. Но это не значит, что мы будем совершенно вне текста политики, которая разворачивается вокруг нас. На нас с вами лежит большая ответственность за то, что Абхазия состоялась в качестве сильного, самодостаточного государства, способного гарантировать сохранение нашего народа и обеспечить его развитие на длительную перспективу. Уверен, что именно в этом заключается главный посыл многолетней борьбы нашего народа. За прошедшие 20 лет нами была успешно реализована программа, главной целями которой было сохранение суверенитета и территориальной целостности Абхазии, достижение международного признания. В результате установления союзнических отношений с Россией мы получили твердые гарантии внешней безопасности и возможности для развития экономики. Нашей стране Россия оказывается масштабная финансовая помощь и последовательная поддержка на международной арене. Казалось, созданы все необходимые условия для того, чтобы заложить прочный политический и экономический фундамент нашей государственности. Однако это не происходит. Более того, наблюдается рост проблем, наиболее значительными из которых является демография, правопорядок, построение эффективной экономики. Мы должны дать адекватный ответ новым вызовам, стоящим перед Абхазией. Это наша общенациональная задача, которую за нас никто не решит. Перед нашими глазами должен стоять пример первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзумба, который в гораздо более сложных условиях смог организовать руководство и народ для защиты и строительства нового абхазского государства. И он выполнил свою тяжелую историческую миссию, несмотря на многочисленные, порой казавшиеся непреодолимыми препятствия. Если мы справились тогда, то обязаны справиться и сегодня, иначе все жертвы были напрасны.
Теперь в главном посыле, о котором я хотел сказать. В нынешних реалиях нам необходимо покончить с разделением именно ветеранских организаций по политическому признаку, где каждый из нас вправе состоять в любых политических партиях, будь то Форум Народного Единства, Единая Абхазия, либо Амсахара, и вместе с тем быть членом ветеранской общественной организации, что одно другому не противоречит, поскольку война у нас была одна, как и времена, когда мы доверяли друг другу саму жизнь. С преобразованием Амсахара в политическую партию, где тоже находятся наши боевые друзья, АРО должна взять на себя роль подлинного представительства интересов участников войны вне зависимости, повторюсь, от их политических взглядов, став общей ветеранской организацией Абхазии, понятной для всех. В этой связи с трибуны данного съезда обращаюсь к ветеранской организации АБАШ с предложением объединить усилия для достижения общих целей. Будем ли мы в итоге называться АРО либо АБАШ, дело второе. В главном же значимо только наше единство. Также обращаюсь ко всем ветеранским объединениям для возможности координации в разрешении устоявших наших наболевших проблем. Никакой особой процедуры, хотел бы подчеркнуть, по членству в АРО не предусмотрено. Все, кто разделяет цели и задачи общественной организации, могут участвовать в выборах руководящих органов, выборах председателя и зама. На высший представительский совет возложены не только права, но и обязанности в разрешении текущих проблем ветеранов, которые мы готовы заняться системно. Ветеранская организация не площадка для совета командиров, как это было ранее. АРО должно стать демократической организацией, в первую очередь представляющей интересы рядовых ветеранов, забитых своими ежедневными проблемами. Наша разобщенность дала возможность изматываться над ветеранами бессовестными людьми, нанося тем самым множество бед. На кого нам сетовать, кого винить, коль мы стали перестать верить в себя, разбрелив по разным углам. От имени Высшего Совета АРО уполномочен заявить, что далее мы не потерпим прохиндеев, что потеряли совесть и честь в вопросах ущемления ветеранов и семей погибших. Мало того, предложим усилия в пересмотре дел по ранее выявленным бесчинствам, где каждый подлог, как и действия отдельного чиновника, не уйдут в песок, где каждый будет держать ответ в меру своей личной ответственности, прикрываясь несовершенством закона. На то и будут направлены усилия организации, где ни один из ветеранов не должен остаться в стороне. То, что в Абхазии получило второе дыхание клановые отношения, следствие того, что сегодня в закон никто не верит, что существует право сильного, где один в поле не воин. Необходимо в корне изменить принципы взаимоотношений общества и управленческого аппарата, которые сейчас живут в параллельных мирах, навязанными никакими взаимными обязательствами и правовыми нормами, в котором каждый сам за себя решает проблемы в зависимости от того, сколько денег в кармане и насколько сильна родня. Страшно обидно смотреть на то, как люди, мужественно прошедшие войну, порой не выдерживают неустроенности мирной жизни. Наше государство обязано вернуть свой долг ветеранам войны. И это должны быть не только пенсии, но и программы по поддержку бизнеса. Мы понимаем, что ветеранам не просто конкурировать с теми, кто занимался бизнесом за пределами страны. Но тут встает вопрос о социальной ответственности государства и бизнеса. Они должны быть объективно заинтересованы в том, чтобы люди, защитившие свою страну, были вовлечены в экономическую активность, чтобы они сохранили свое человеческое достоинство, а главное, служили успешным примером для подрастающего поколения. Другим вопросом, решение которого мы должны заняться, является восстановление и расширение связи с народами, что пришли нам на помощь. Юго-казачество, но прежде всего с братскими народами Северного Кавказа, с адыгами. Мы намерены создать представительство АРО в городе Нальчике для координации действий с ветеранами-добровольцами. Известно, что в наших взаимоотношениях накопилось множество проблем, вызванных отсутствием государственной политики и ослаблением контактов на общественном уровне. Считаем, что основная доля ответственности за это лежит на абхазской стороне, так как у нас есть собственное независимое государство, в созданию и защиту которого наши братья внесли большой вклад.
У нас выработался стереотип, что нам обеспечена безоговорочная поддержка в любых вопросах со стороны братских народов. А это далеко не так. В дружбе и в братстве не должно быть места эгоизму. Это дорога с двухсторонним движением. Поэтому мы должны учитывать критику в наш адрес, тем более она исходит от близких нам людей. В частности, это касается вопросов гражданства, социальной защиты и имущественных прав ветеранов-добровольцев, увековечения памяти героев, пришедших к нам на помощь в трудную минуту. Случай с нашей сестрой Черкешенко Лелой Бегуловой на слуху как пример, который всколыхнул все общественное мнение Абхазии, где Леле первым президентом Владиславом Григорьевичем Арзумба была выделена квартира не праздности ради, а исходя из заслуг, последнее перед нашим народом. Выделено жилье. В то время, когда многие из абхазов отсиживались где подальше. Будучи замужем за абазинов, прожив в Абхазии 8 лет, она так и не получила гражданство и на том основании была выселена из занимаемой площади. Это ее привело к инсульту, а затем и к смерти нашей сестры, что не снимает и нашей вины. Эта смерть переполнила чашу терпения, где наша организация приняла решение взять на себя системную работу по многочисленным делам, которые за нас, ветеранов, никто не решит, никто не разгребет. И разве это маловажно? Заявляем, что нами будет открыт офис для приема ветеранов, где мы намерены заключить договора с адвокатскими конторами в разборе не только текущих дел, но и ранее допущенных бесчинств. Законы действительно порой несовершенны, но совесть совершенно всегда из тех, у кого она есть. У нас, абхазов, никогда светские законы не шли в приоритетах относительно неписанных, где стержневым являлась аламус. Наши братья не должны биться в одиночку с инстанциями бюрократической системы, перед людьми, многие из которых вовсе не имеют заслуг, в отличие от тех, по кому выносятся несправедливые решения. На то у них есть мы, ветераны, объединенные в рамках одной организации, понятной для всех. Только так мы можем противостоять тем бесчинствам, которые в каждом в отдельности из нас проводятся. Мы обязаны максимально быть честны перед собой и одновременно перед своими братьями, как минимум не навредив отношениям, которые создавались веками нашими предками. Тогда у наших недругов не будет возможности сеять недоверие и взаимную отчужденность между единокровными народами, адыгами и абхазами. Было бы важным, чтобы в Ару влились добровольцы. Нам также нужно наладить тесный контакт с ветеранами и организациями общественными, действующих в адыгских республиках. Мы могли бы выработать совместные проекты, также оперативно реагировать на различные ситуации. Мы братья, и по-настоящему это может понять только в общении. Когда чаще бываешь в гостях друг у друга, только тогда можно глубоко прочувствовать, насколько мы близки, понятны по своим традициям, мировоззрению и менталитету. Эти отношения мы должны сохранить и передать своим детям. Помимо, хотел бы затронуть основную часть, в которой мой доклад пересекается с докладом Даурачева. Но он настолько важен для нас, что в этой части, я считаю, повторение уместно. Известно, что после Кавказской войны основной проблемой нашего народа является малочисленность. Весь советский период над нами, как дамоклов меч, висели пресловутые 17%, которые наши противники выдвигали нам в качестве обоснования того, что нам не на что рассчитывать, что нам нужно оставить надежды стать хозяевами родной земли. На войне мы доказали, что слухи о нашей смерти были сильно преувеличены. Однако демографическую ситуацию и сейчас нельзя назвать благоприятной. Поэтому она должна находиться в поле самого пристального внимания общества и государства. Мы пока не видим серьезных попыток создания серьезной программы, направленной на улучшение положения в этой стратегической для нашего народа сфере. Более того, нашу глубокую озабоченность вызывает политика руководства в вопросе предоставления гражданства Абхазии грузинскому населению Гальского, Ачимчирского и Твачирских районов.
Здесь, напротив, мы наблюдаем поразительную целеустремленность, не считающуюся ни с законами, ни с последствиями такой политики для будущего нашего народа. Мы не можем принимать в качестве аргумента заявление о том, что якобы ничего не поделаешь, эти люди вернулись и должны мы их паспортизировать, интегрировав в наше общество. Эти заявления никак не вписываются в наше законодательство, которое предусматривает процедуру, состоящих из следующих параметров. Получение вида на жительство, постоянное проживание на территории Абхазии в течение 10 лет после получения документа, отказ от гражданства Грузии, сдача экзамена по государственному языку и Конституции Абхазии, принесение присяги на верность нашему государству. И только после этого может быть издан указ президента о принятии гражданства и выдан паспорт. По существу, это и есть процедура. По существу, это и есть процедура по адаптации человека в гражданские и политические условия нашей страны. В приграничных же районах все поставлено с ног на голову, и наше гражданство, за которое сражались и гибли наши братья, раздается в массовом порядке без надлежащих процедур. Причем в основной массе его получают граждане враждебной для нас страны, которые мечтают, чтобы Абхазия вернулась в состав Грузии. Во многих государствах руководство принимает необходимые законодательные и административные меры для того, чтобы защитить свое население и обеспечить демографическую безопасность. У нас же, не обращая внимания на закон, делают совершенно обратное. В то же время заслуженные перед Абхазией люди, наши братья-адыги, годами добиваются получения гражданства. Если мы не остановим этот процесс и не вынудим власти отменить неправомерно выданные документы, то расплачиваться за это придется очень скоро, когда судьба Абхазии окажется в руках новых граждан, со старыми политическими ориентирами. Мы настаиваем на том, чтобы парламент дал должную оценку подобным действиям, не затягивая, с отменой ранее принятых решений в обход действующих законов страны. Виновные должны быть политической нестабильности, когда возможно было планировать на длинную перспективу. Никто не знал, возобновится война или введут еще либо какие санкции против нас. Настало время для программного системного мышления. Только таким способом мы можем обеспечить рост возможностей нашего государства. Очевидно, что в соответствии с требованием дня должна быть приведена и политическая система государства. Она должна способствовать росту гражданского самосознания, повышению открытости и ответственности всех ветвей власти. В Абхазии в принципе невозможно создать вертикаль власти, основанную на аппарате насилия и принуждения. Поэтому власть у нас может работать эффективно только в случае, если она пользуется авторитетом и доверием населения, интересы которого призвана защищать. А в этом вопросе очень важен личный пример профессионализма, честности, близости к народу со стороны управленцев, коим народ власть доверил. Для начала этого процесса необходима конституционная реформа, которая позволит уйти от авторитарных методов правления, порождающих застой и коррупцию, повысит роль парламента, политических партий и гражданского общества в политике. Полагаю, что ветераны, и в частности наша организация, могут сыграть важную позитивную роль в продвижении назревших проблем, без которых мы не сможем защитить свои национальные интересы и будем обречены на медленное вымирание. Считаем необходимым также участвовать в формировании общенациональной идеи. Неписанные законы Апсуара созданы и достались нам от предков. Нам необходимо возрождать ценности и традиции, иначе преемственность поколений будет потеряна, как и сама суть нашего народа. В заключение хочу подчеркнуть, что перед Аруа лежит большой фронт работы, которая очень важна для нашего общества. Мы не политическая организация, но это не означает, Вадим, что мы не собираемся влиять на политику нашей страны. Мы обязательно будем это делать. Все от нас зависящее, чтобы наша Родина твердо встала на ноги, и чтобы мы спокойно были за наше дело, которым было отдано столько сил на протяжении последних лет. Время пришло собирать камни. И пришло это время на базе ветеранской организации, которая должна быть единой для всех. Благодарю вас за внимание и желаю успехов в работе на благо нашей страны.
Уважаемые участники съезда, боевые братья и сестры, мы должны четко для себя определить, что без глубоких преобразований, цель которых реформа политической системы страны, в результате которого произойдет перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной властью в пользу последней, нам не преодолеть застоя. Такая необходимость назрела давно. Мы будем приветствовать реформу судебной системы, она должна привести к реальному повышению независимости и эффективности работы этой ветви власти. Мы будем сотрудничать со всеми общественными организациями и политическими партиями, разделяющие наши видения проблем и подходы к путям их решения. Но не будем боевым крылом какой-либо политической партии ради решения сиюминутных задач. И далее будем следить за новыми законопроектами, а также поправками в действующие законы, касающиеся безопасности государства, социальной политики в отношении к ветеранам войны, семьям погибших и инвалидов. Хочу отметить, что парламентом страны всех созывов была проделана большая работа и принят целый пакет законов в военной области. Но работа по принятию важнейших законов еще не завершена. Некоторые нуждаются в поправках, особенно их социальная составляющая. Необходимо совершенствовать закон о мерах по социальной защите инвалидов Отечественной войны в Абхазии и семей погибших. Закон Республики Абхазия о резерве вооруженных сил Республики Абхазия. Закон о всеобщей воинской обязанности и военной службы. Недавно столкнулись с одним случаем, когда в реальной жизни оказалось, что социальная защита офицера абхазской армии, его статус ниже, чем уровень социальной защиты резервиста. Мы также обращаемся к министру обороны поддержать нашу инициативу о переводе устава вооруженных сил на государственный язык, а на начальном этапе ввести строевой устав на абхазском языке. Мы считаем необходимым также перевод армии на новую парадно-выходную одежду, которой должна стать черкесска. Я говорю о парадно-выходной одежде, не повседневной, а о комже кабери, что нах парада, они было хар, ублями, что югала из рзукамцой. Иордания инкара ан يقولوا بقومجيه كبر اشتني زخشو حرا инкара ан يحزر قولهم حر أبسوار عجزу بقومجيه كبر اشتنا парада. Что касается списков воевавших и работы архива, два слова. Пока не будут введены карточки на каждого ветерана, где будет указан весь боевой путь, который прошел каждый из нас, там порядка не будет. На каждого ветерана должна быть карточка, где описан весь боевой путь. Это и для истории важно, это и для порядка, который они там будут дальше. И тогда не будет путаниц, кто в каком подразделении где находился. Мы будем поддерживать инициативы, идущие от ветеранов национально-освободительного движения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Афганистана, перенимать их богатый опыт и вести активную работу с молодежью в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Подпишем договор о сотрудничестве с молодежными организациями. Здесь молодые люди тоже есть в зале. Особая ответственность, всестороннюю помощь мы должны будем оказывать добровольцам Отечественной войны народа Абхазии, всем добровольческим организациям. Если мы сможем провести такую работу, поднять авторитет организации, объединить подавляющее большинство ветеранов, мы тогда можем поставить вопрос о присвоении общественной организации ветеранов войны Арва имя великого Владислава Арцинга. И еще о самом наболевшем. Выстраданное веками, пролитое нашей кровью, завоеванное в боях право быть гражданином свободной Апсны. Может, кому и покажется мое предложение слишком радикальным и ультимативным, но другого выхода не вижу. Я обращаюсь ко всем вам, ветеранам войны. Если до 30 сентября, 20-летию Победы и независимости, президент и парламент не аннулируют своим решением гражданство,
незаконно выданное жителям Гальского района в старых ее границах, и виновные не будут наказаны, то я предлагаю, что мы откажемся участвовать в параде и тем более строем проходить на площади Свободы. И тем более строим проходить на площади Свободы там, где будут принимать парад президент и члены правительства. Это наш праздник. Никто у нас его не отнимет. Но ничего общего не хотим иметь в этот день с теми, кто выдает наше гражданство, обильно пролитое кровью, гражданам вражеского государства. И последнее на сегодня. Друзья, каждый должен внести свою лепту в возрождение нашей Родины. Мы должны вернуть реку в ее русло, протягивая друг другу руки, с покаянием и прощением ради будущего. Мы объединимся ради спасения нашей страны. Будь псикал и шидысты холодяева хаяйра дуамш. Азшазил бхашим шита зигишмаза. Абзаршук зайд. Хаваджлар. Харва. Только Всевышний знает, где истина. А к этой истине мы с вами идем, борясь, спотыкаясь. В течение 20 лет мы это делаем. И сегодня, когда Вадим выступал здесь, это его право говорить об этих вещах. Но никому не позволено сегодня, я еще раз хочу это заметить, играть с судьбой абхазского народа, будь это оппозиция, будь это власть. И сегодня оппозиция – это не инструмент достижения власти любым способом и прихода в кресло для того, чтобы манипулировать кем-то дальше. Мы вместе должны сделать все для того, чтобы те проблемы, те ситуации, которые волнуют наш народ, стали бы в меньшей степени болезненными. Агир хабзер хумазайт патуско ветеранство. Яха ари айзараду аусура мепусвейт. Аяйра яжашек сахыцрынза вимс шибжо. Харахарвай уртрапхей гылаз анапхгара хазтоз Владислав Ардзенбей и рыбзаураны. Еще кургылахайт апсуахенткарра. Уя йоит илиалту ахепшимра. Ускани бзедзени вдеруан. Ишхамамызгез хацара аха ярахепшимра. Шала юквабаз, хазугбургоз, ейхаз усқадзамаст. Айбашреш аштахге, хажлар тагылан аамтацге, аха гукажирак амцакван, ячуна хюнткарра институт корыргылара. Ихаман имаджзерге, хараххату бюджет. А хюнткарра якудзамаст авал, хабзазаши яга ивадаюзерге, аджи напшуломаст. Усқан апсны ямаз, Ахатул шарапей, яхеурыстулан пиява, ацхырарай, эйткылаши рымам, аха изейцаадзарызи, усқан харадуухала, гуамчла, юныцкапи пытрала, хшугвазейпш, хауам яхя. Избан агузар, ацухтанпи ахюшуксарзы, и хауз алшарапа, ашукскурзи хауз алшарапа, ажлари авенткаре, и рухварпипш, яхзейчумкай. Яха араа ирылацәажәон аҳәынҭқарра ҵызшәаауа азҵаарақәа маҷымкәан. Аха саргьы ишәыдызгалар сҭахуп зыда ԥсыхәа аҟам, знеишьак. Досу дахьаҟазаалакгьы аиҳабыра рҿома, мамзаргьы апозициа дрыдгылома, еилыркаароуп аидгыларада ԥсыхәа шыҟам, уаҵәтәи ҳԥеиԥш алҵшәа аиурц азыҳәан. Актәи ашьаҿа аҵоуп сгәы иаанагоит, иуеиԥшым апартиақәа ауаажәлартә еиҿкааратә ркандидатцәа ҭхеилак аԥҵарала. Уи дасу даҽакала ргәы иаанагозар алап. Иацы аҳәынҭқарраҟны иҟаз иопозициа рхы идыргылеит ҳәа. Опозициеи иацы иҟаз иракәӡам. Згәы ззыбылуа аҳәынҭқарра зыжәлар хьаас избо ҳәан сгәы иаанагоит ҳхы идаҳкылеит ҳәан. Ишыҟалогьы алҵшәа ҳажәлар ирбаҟоушәа издаҳгароуп. Ошибка змыхвацки даазам. Нет людей, которые не совершают ошибок. Если бы мы все были бы идеальны, мы сегодня, наверное, многие проблемы бы не поднимали бы.
Но мы совершаем ошибки и идем, как говорится, совершая эти ошибки к той цели, которая называется свободой. Ай так рака амлар, ада псухо шукам, дергюаха псухо рымазым. Яхьо раханы, ядатсы мнуqa, убысқаноп, дарарзуханге, харахзуханге, хаджларзуханге, аамтаске нықало. И рахароп, псухо гримазым, яхатсы мнуқар пепш. Янхатсы мнуqa, хаджлар янрыцы мнуqa. Убысқаноп, атагыла заша, дачакала янықало. Абхана брахай шухоз Вадим. И нейным чила, а ты в Куангулу ханагзам, харихаму по конституции, харихаму по законку, харихаму по амчреге, амчра хиархона, а конституция, а законку, я псахроба тагыла заша, да царкивша тагыла заша, а цароба президент я натаха, хаджлар да перхагам хар, хинткара да перхагам хапевш. Абра абурахаму арваги. Агаратка абарт айтак ракор процесс коран рхушала друхвала. Я взегахчуй, яка напызлашкыз аус алсфебзи аюрц. Уважаемые ветераны, наш съезд проходит в преддверии 20-летия победы абхазского народа в Отечественной войне. Не буду касаться всех тех проблем, о которых мы говорим в течение последних 7-8 лет. О них знают все. Нам необходимо единство всех сил, нам нужна помощь ветеранов войны, которые были силой, принесшей победу и независимость. Вы хорошо помните трудности послевоенного периода, какие огромные усилия требовались для их преодоления. Конечно, многие проблемы нелегко было решать в силу объективных и субъективных причин, как внутреннего, так и внешнеполитического характера. Сегодня же, благодаря усилиям России, эти вопросы решаются в гораздо более благоприятных условиях. Абхазия получает значительную финансовую помощь. Гарантирована наша безопасность, гарантирована государством, которое нам помогает. Но мы сами должны сделать все для того, чтобы эти усилия, наши усилия способствовали бы тому, чтобы мы состоялись как государство. Нам следует гораздо разумнее использовать этот шанс во имя укрепления основ государства, усиления борьбы с коррупцией, системных преобразований, реформ. Для этого необходимо единство всех политических, общественных и других организаций, а также готовность самой власти к переменам. Отсутствие этого понимания неминуемо приведет к падению авторитета государства и народа и потере тех завоеваний, достигнутых ценой жизни многих сынов и дочерей Абхазии. Уверен, что сегодняшний съезд даст дополнительный импульс разрешению этих вопросов. Успехов вам, дорогие ветераны! Табу ведутся на Я внимательно слушал предыдущие выступления и выражаю свое полное согласие с предыдущими ораторами. Мне, как представителю добровольцев, понятны и близки те причины, которые собрали сегодня ветеранов войны. Я разделяю вашу обеспокоенность поднятыми на съезде проблемами. Считаю, что предыдущие выступающие уже достаточно обозначили повестку сегодняшнего мероприятия, связанную с проблемами инвалидов войны, государственной безопасности страны, экономическими вопросами и проблемами правопорядка и законности. В своем выступлении я хотел бы особо остановиться на вопросах взаимоотношений Абхазии с республиками Северного Кавказа и в первую очередь с адыгскими республиками. Возрождение и пик наших взаимоотношений пришелся на войну и послевоенные годы. Общая трагедия сплотила нас, вызвав в наших сердцах истинные братские чувства. Это позволило усилить контакты между нашими республиками, которые стали носить всеобъемлющий характер. Достаточно напомнить о следующих фактах. Сотни абхазских студентов обучались в вузах Майкопа, Нальчика и Черкесска. Абхазские ученые защищали ученые степени в диссертационных советах наших республик. Города и районы становились побратимами. Творческие коллективы постоянно гастролировали в наших республиках. Проводились различные совместные мероприятия. Например, переименовывались улицы и площади наших городов. Соревнования. Появилось много межэтнических браков. Сейчас, к сожалению моему, наблюдается совсем иная картина. С момента признания Республики Абхазия Российской Федерации постепенно изменилось отношение руководства страны к республикам Северного Кавказа. У руководства Республики Абхазия сменились приоритеты, что отодвинуло даже не на второй, а на 10-й план задачи по развитию взаимоотношений с республиками Северного Кавказа. За это время поменялось руководство и в наших республиках. Оно тоже не спешит развивать отношения между нашими народами.
Фактически упразднены представительства Республики Абхазия в республиках Северного Кавказа. Ослабляются научные и творческие связи, простое человеческое общение. Мы стремительно теряем все то, что с таким трудом налаживалось долгие годы. Результаты этих упущений мы наблюдаем сегодня, и это только начало. Грузия не упустила возможности воспользоваться ослаблением наших взаимоотношений и убивает свой клин между нами. Геополитические стратегии современной Грузии сменили свою направленность и носят уже элементы мягкого давления. Проводятся различные мероприятия, посвященные черкесской тематике. Грузинские политики, общественные деятели, ученые активно создают информационные поводы для озвучивания своих национальных интересов. В это время в интернете на некоторых национальных сайтах черкесских, абазинских, абхазских идет настоящая война, подогреваемая в кавычках историками с обеих сторон и так далее. Я считаю, что возникшие проблемы наносят огромный вред нашим народам, его настоящему и будущему поколениям. Я понимаю, что, возможно, никто и не подозревал, что может случиться такой провал в наших отношениях. Сегодня мы видим, что если не предпринять конкретных шагов по улучшению ситуации в этом направлении, процессы примут необратимый характер. В данной ситуации ветераны, как наиболее патриотичная часть общества, должны принимать участие в воспитании нашей молодежи, на примерах войны рассказывать о нашем братстве. Таких примеров, я думаю, найдется множество. Надо добиваться, чтобы наши историки обратили внимание изучению совместной истории наших народов и включили их в школьные учебники истории. Также должны найти отражение в школьной программе наличия фактически единых этнокультурных корней, общие предки, кровнородственные связи, близость языков, схожесть менталитета и неписанных этнических кодексов поведения Апсуара и Адыга-Хабза. На определенном историческом этапе общие этнорелигиозные установки, которые в неизменном виде сохраняются в наших диаспорах и сегодня. Нас намного больше объединяет, чем разъединяет, разве что беспринципные политики. В это непростое время для нас надо создавать совместно культурно-просветительские проекты, привлекая в помощники СМИ и телевидения, направленные на укрепление наших братских связей. Сегодня снова, как и раньше, на ветеранах лежит ответственность за судьбу государства перед народом и перед погибшими товарищами. И стоят непростые задачи по консолидации абхазского общества и по духовному объединению наших народов. Спасибо за внимание. Вадим Сача, Вяжик Спот, Вадим Вадим Усман, я позиция Жуана аз Шанашус, я хочу год в сыну нашу спидаха, я как именно, я хадна рахда хазр дисруит, тушкала хайхов шалгазом, я хазик яхшейт قلنا, عاشقي مش حيتقولنا، أوسي صح وروب حبساديو، يا تقول زاشا يبزيزو بحوها أزوي أنبي يرارو هاك زيغو أرا يباش كوشاز جاي بشريالو خزرو أرا بتنا أي بشريال تصحب حزقي حقق مكاني وباش كوشا باتريوتشا я жашок сейби шилгейшти из позиции зымсаха стояша ию яшто ахуцки гопсыски га убыта хын захбо харги харыдгылу хрыбыгылу Сергей Хабра совет и хаос сих зрефидаха вот избара бра и тахум грак шрака ал избар сашаглот срыдгылу магум зира жмшила жира и хахархона политика властных не на нас يريدوا عايزوها ويوزا أري علىهم حسبيانا وقت إزبانا وسرب ستازاري يبزيني أحد الوقت يخد بيحتاج لوزاش ستامن يخام أي بشرا آخر الزناجز يعركاش نريخا أي بشرا إنفاليد في سقوط إنفاليد في خطير ستازارا أريخا أمبي صلق نحورا صلق ساعتكم يخفلان زام تسلم خرج خلاف يعركاشنا يسقط يخبي حبستازا رشقو نزركاشنا يخم закон о социальной защите инвалидов войны народа Абхазии хайгу пункт сержагауса пункт кауса зомне пенсия хазство на системзи баргазаква пенсия хао бина айк пегу пегу дахку бинишайшина агины чида хазяр бензала яха пункт яра закон я жизнь и так то Ярбен залка закона усу узома хэнткара социал проблема бургана хелома а медицина проблема бургана хелома ра закона уса аурсазхан пахаби يحضر حخرزنيز закон аусу ра асбхурас
يحضر جلوس فوند بюджетный государственный фонд يحشر وسكي شو وسزو رقولشوا 1,5% حيقو حاشقة بحق بزحن يتارجوز وي ينزكي جيزش بسزحن وسي يزب خزينيغن ينزكي جيزش بسزح خنيجا مليون أنزا ينزكي أنزا أي بيشراخ الزناجز يقو روح شبسك يسخاب حيزب خزينيغن زكي ويفوند نحزا درتا مشتك أفوند يستملزيت وسقى أبارز يستملزيت يزبانه وزر أكو بايب شيء زم حزيت يخابس نسقى أزود كسيخفا أوسو تقى يزو ماجو يروس زو يروجي أخشلو خيروجي حد كاره خيايو يشباب خزو كنترول شبازو ويجي كنترول لما زمابات تجي رزق يلخنا زم خبياش بسزحن وي ينزكي جيزز يبخزاز يسقى أبارا زم خبياش بسزحن إيطالي باش يجي بيش مليون رقنزة وبريفوندي يزنقيت شاش سخوس يونسكي جيزش بسبا يونسكي جاخش بسبا وياخس ينبخن بشاخو يدركنا أخ شاخو يدركنا أخ بتروح نقزي خالخين أراب خشبرت ورشة خش بسب شش بسراحس خاك ندك وزامس خلا حس وزر حسن تقنزة يناحك خين أو خشبيه بسنا خشبرتك عمله هاي بخزوب دس بيسبلاتني هاي بخزوب أخو كني مزم أخا يخا أشيل جوي بيشراخ نزمو وهذا نانغل بخشبرتش دنيلك أفراش تسيتو بيخا ورا بارا أمسوي أبارا شغل تسيف شبرا أبلي جيبك شتو تسيف أبلي دنايلك ورا دب ورا أخ شاخوني يجزو ورا دبها ويوزل تزو تزفراش أشيمجي يختوي كلو أخ شيء تزو يزنيزو جرا تزوخ ملوخ شكل دخشتو دو يشتون أجي را مليون بحجرز نزلك لخبشتالله حق يحربلوت أي بشرا نخموخوسا يرختنحسوها يحب يجاشكسا أمشتبرة تزو حارة ودس كراسني كريست يحزان رجز يجاشكسو يلا حنوقوستي يحزش بشابرة تز بسيك حدكرا حكرهز يحزترقلي جرمانيا فيرما تبوك حيوم براتيز ويوشتا حدكرا آخر شوت تلخم شراغي شاخوت بيج مليون كلوما مليون كلوما الوليد في الخناح سكتها أخا بخي يجاشك سحزلنوق وزبراتيزي يريح يمني زخر شو براتيزي يويرقو حق يعظم أجزبك أشبين ركنا خقنز يويرقو حق يعظم وبس أساسيال ويجانا خلوما أساسيال بروبليما حزلشاجو законно че хозер ай бешла инвалида тахшара чадо башко хозер чесри тохо очередь وتاخ يورد او بس يوزر ويوز مكان практика че хамбазис اگه خش بازی و مز خود بام رکاد کی پرشنا یوشک سخود خشک سراخس ابارت комиссия район خز комиссия تصانه راب رایون چه کنو اشتراک راخ خوخي ارگید خا مكان تاك حق حمبزس بس أخوي جزاك نحمزر شنو راح حشس مخراي راح حشس مخراي بس يحبو إن شنخز وها سخرة رأزم يخبي بستاجر أجي راشكس أترزحن أي بشر آخر زناجز إنفاليد يزحن يخا أزكون يشختوه في شوس وزوم يزختوه بزنزاس أزكون وس وزوم وبيو بيشاش خاتيستو. Уважаемые друзья, гости, журналисты, прежде чем я начну свое совсем короткое выступление и приветствие, я хотел сказать бы несколько слов по поводу, на мой взгляд, смелого и бескомпромиссного выступления Вадима Смарта. Я рад и доволен, что он выступил сегодня здесь и сказал то, что он думает, то, что было у него на душе. Наверное, так думали не только он. Пускай этот конфликт, через который эта организация сегодня пройдет, сделает еще крепче, еще основательнее, еще сильнее. Политическое будущее, возможность реализовывать свои планы и свои идеи имеют только те, кто в состоянии договариваться, идти на компромиссы и вместе делать общие дела. Мы, конечно, можем блюсти чистоту рядов, но, боюсь, ни одна из наших идей никогда не обретет жизнь в Абхазии. Если мы этого хотим, такого подхода,
то давайте будем разделены. Если мы хотим что-то сделать и принести пользу Абхазии, давайте объединяться. Сегодня здесь предпринята беспрецедентная попытка за последние, наверное, 5-10 лет вокруг ветеранов объединить ту часть Абхазии, то критическое население, тех граждан, которые хотят перемен, которые стремятся к ним, которые ради этого воевали. Давайте подумаем, неужели разные люди были на войне в этих окопах? Мы же все были разные, мы же по-разному думали, но в нужный, важный и ответственный для Абхазии момент мы тогда объединились. Мне кажется, также мы должны объединиться сейчас. В этом зале сидят люди, которые ни разу не сидели ни на одном общественном мероприятии вместе. Сегодня они сидят не потому, что Абхазии хорошо, а потому, что Абхазии трудно. Давайте думать об этом. Вы проявили мужество, огромную мудрость. Спасибо вам за это. Позвольте мне от имени общественного движения Ахаца поздравить вас с проведением 5-го съезда ветеранской общественной организации Арова. Разрешите сказать несколько слов и в качестве ветерана. Строительство государства – непростое дело, особенно в условиях ограниченного внутреннего ресурса, в первую очередь кадрового, а также сохранившееся непризнание со стороны большинства мирового сообщества. Однако за 20 лет тоже сделано немало. Мы отстояли независимость в первые, самые тяжелые послевоенные годы, подтвердив тем самым безальтернативность курса на суверенитет. Сформировали демократические институты власти и работали, не покладая рук, чтобы обеспечить достойную жизнь своим близким. Все это привело к международному признанию Абхазии, в первую очередь нашим стратегическим партнерам и соседам Российской Федерации, а затем и рядом больших и малых стран. Казалось бы, должны наступить новые времена, открыться новые перспективы, но, к сожалению, этого не происходит. С течением времени проблем становится не меньше, и все чаще они носят системный характер. Считаю, что развитие нашей страны могло и может осуществляться более быстрыми темпами, более эффективно и более справедливо. Во время войны мы мечтали, что построим современное, процветающее государство, а не африканскую демократию, извините, что я это говорю, с развалившейся экономикой, непомерно Спасибо. Между перерывом сделаем. Сейчас докладчика давай не будем. Уважение к себе должны иметь в первую очередь. Попрошу тишину, пожалуйста, в зале. Спасибо. Сегодня мы своими руками копируем то, с чем боролись 20 лет назад. Что это? Самостоятельность, все более принимающая эффективный характер, пренебрежение национальным языком и культурой, коррупция, демографический перекос. Причем винить нам некого, кроме самих себя. Никто не заставлял нас разбазаривать инвестиционные деньги, полностью подчинив экономику внешним дотациям, выдавать паспорта людям, не разделяющих наших государственных интересов, игнорировать реализацию основных положений закона на языке и так далее. Но это не самое страшное, не самое главное. Самое главное другое. Расшатываются нравственные устои общества. Сегодня откупиться от армии – это не позор. Губить природу ради личной выгоды – это не преступление. Занять должность не по знаниям, а по знакомству – это норма. Выдвигать на высокие государственные посты людей, не соответствующих квалификации – это политическая целесообразность. Не знаю. Так мы далеко не уедем. Мы не против красивой жизни, в определенном смысле стремление к ней двигает развитие государства. Но только тогда, когда в основе этого желания лежит принцип социальной справедливости. В противном случае ржавчина безнравственности и беззакония до основания разъест наше общество. И у нас не останется ничего, ни экономики, ни безопасности, ни национальной культуры, а значит и самого государства. Страна нуждается, стране нужен
нравственный стержень. Нужна объединительная сила, способная в новых, непростых условиях быть гарантом консолидации общества. Кто-то, кто имеет право сказать, здесь проходит линия наших национальных интересов, и эту линию мы не позволим переступить никому. Сегодня такой голос нужен как никогда, и в первую очередь этот голос должен быть объединенным голосом ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Спасибо. Первое, Вадим Исмыр уже ушел, по-моему, как-то неудобно уже говорить, но несколько слов все-таки я хочу в виде ремарки высказать. Единая Абхазия – это не та Единая Абхазия, которую вы знали в 2004 году. Она изменилась, она преобразовалась, там совсем уже новый состав, другой состав. И также видит те проблемы, которые стоят перед обществом, и потому вошли в Коалиционный совет. Я сейчас буду говорить от имени Коалиционного совета, а Вадиму Исмыру я пожелал бы, чтобы не делить шкуру неубитого медведя. Власть очень сильная, власть крепка. Нужны хорошие мозги, нужны доказательства того, что власть не прорабатывает, не удовлетворяет наши интересы и так дальше. Совершенно мы объединились не потому, что кто-то хочет должность получить. Все были при должностях, некоторые ушли с больших должностей. Сегодня в стране другая обстановка. Вот об этом я хотел сказать. Сокращаю свой текст, потому что вы многие устали, но самое главное, руководство Российской Федерации во главе с президентом Путиным предоставило огромный шанс возможности социально-экономического преобразования страны. Такой острой необходимой для восстановления разрушенной военной инфраструктуры страны финансовой помощи, как и военной поддержки, доселе не знала Абхазия. Сумели ли мы воспользоваться прекрасными возможностями по преобразованию республики? Увы, нет. Страна как лежала в руинах, так и лежит. Различные сферы жизнедеятельности государства подчас протекают в замедленном темпе. Резко упал морально-психологический градус страны. Появились богачи на скорую хищную руку, число бедных угрожающе стало расти. Уровень безработицы вырос. Паспортизация в восточных регионах Абхазии и другие негативные проявления, как неуважение друг к другу, различные конфликты, несправедливость, коррупция, социальная незащищенность и безнаказанность стали угрожать безопасности страны и являются серьезной помехой в строительстве абхазского общества. На этом тревожном фоне пока еще хранит молчание общества и носители социальной ценности, его лучшая часть, наша интеллигенция. Не прощупывается совести нации, когда тревожно бившей болью за судьбу Отечества, рупор правды почему-то утратил голос. В истории страны всегда была огромная роль писателей, как выразителей интересов абхазского народа, особенно в кризисные периоды. Они были грозой обкомов и горкомов, потому моральный авторитет писателей у населения был высок. Сегодня мы редко слышим наполненные мудростью слова наших писателей, призывающих к беспокойству за судьбу Апсны. В то же время с государственным уровнем самосознания на всю страну пытаются вещать правду Чаня, Венедиктова и Налхаши. Да в социальных сетях иногда молодежь позволит себе высказать инакомыслие, при том, что в кулуарах все говорят о трудностях дня и тяжелом текущем моменте страны. Еще безмолвствуют ветераны-амсахаровцы, герои страны и ее надежды, ведут себя так, будто явно представляется им в призрачной пелене. А так называемое гражданское общество ЦГБ, которые всегда критиковали первого президента, сейчас молчат, и это на фоне происходящих общественных процессов. И еще добавлю, нас всегда спасала наша монолитность в национальном вопросе. А сейчас слышны и прорезаются некоторые нотки межнациональной недоброжелательности. А ведь именно на этом грузины в свое время и обломали свои зубы. Нельзя нам уподобляться, проявлять нецивилизованность. Дай воду, пожалуйста. Тем временем страна все больше опускается в пучину кризиса. Кризис имеет свое название и основу – неумение и нежелание эффективно управлять родным государством. Хваленная и разрекламированная власть под контролем ей СМИ по существу вышла из-под контроля общества и народа. Российская помощь рвачески растаскивается узким кругом людей.
сводит на нет усилия действительных патриотов, добросовестных граждан по повышению имиджа страны. На сей счет имеется записка Счетной палаты, ее содержание хорошо известно широкой публике. К тому же надвигающаяся несостоятельность государства ведет к долговой яме. Взятые кредиты необоснованы. Их возврат со временем ляжет на плечи населения долговым бременем. Между тем дело доходит до того, что депутаты практики утверждают, что на деньги, подлежащие освоению по комплексному плану, можно всю страну покрыть сусальным золотом. Притчей во языцах стали выражения главы государства: «Сделаем при оказании соответствующей финансовой помощи». Дорогие друзья, очень шумно с левой стороны особенно. Районам обещан денежный снегопад, который должен покружиться вокруг них ни много ни мало по 2-3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры. Спрашивается, каким образом будут изысканы обещанные средства, если бюджет страны по сравнению с прошлыми годами значительно сократился, и денежные потоки из России уже не текут рекой и мелеют с каждым часом. В обществе наступает застой, государственные ветви власти не сохраняют баланс сил, и в то же время некому спросить чиновникам за коэффициент полезного действия их деятельности. К тому же слухи, запущенные с целью осрамить законодательный орган, дискредитировали все ветви государственной власти. На этом фоне обещания власти о реформах во всех областях нашей жизни уже звучат как издевательство над здравым смыслом. Неужели непонятно, что общество не доверяет власти решения своей судьбы и давно не ждет обещанных подвижек с ее стороны? Народ не желает дальше так жить. Не пора ли остановить издевательство над страной и народом? Не пора ли остановить такое продвижение общества назад? Вот поэтому появляется разочарование людей. Те, кто с оружием в руках воевал против абхазского народа, естественно, бежали, оставив после себя немало единомышленников. Вот этих единомышленников я и называю врагами внутрь. Те, кто с оружием в руках воевал против абхазского народа, естественно, бежали, оставив после себя немало единомышленников. Вот этих единомышленников я и называю врагами внутренними. Кто же они такие? Это как раз те, кто неплохо ладил с оккупационным режимом. Это те, которых этот режим охранял. Это те, которым грузины доверяли определенные функции. И это, естественно, члены их семей, которые не противились, а может просто находились рядом и поддерживали своих освободителей, в кавычках. Было бы логично сразу после войны освободить территорию Абхазии от подобного рода элементов. И такая работа была проведена. Но этого оказалось недостаточно, в результате чего часть населения, до сегодняшнего дня мечтающая о возвращении грузинской власти, неплохо живет рядом с нами. Почему это стало возможным? До сих пор у нас отсутствует закон, позволяющий привлекать к уголовной и иной ответственности лиц, сотрудничавших и пособничавших оккупационному режиму. В ближайшее время необходимо принять закон, который позволит выявлять и привлекать к ответственности всех тех, кто воевал против абхазского народа, в том числе членов их семей и других граждан, которые молча и покорно прислуживали оккупационным властям. Все эти граждане должны понять, что в соответствии с новым законом они будут нести реальную уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения. Я не сомневаюсь, что после принятия такого закона они сами начнут разбегаться в разные стороны. Конечно же, нам необходим усиленный контроль за въезжающими и выезжающими гражданами. Это первое. В настоящее время начинают приезжать граждане, покинувшие территорию Абхазии до войны и во время войны, и через суды пытаются вернуть свою недвижимость. Возникает следующий вопрос. Если вы считаете Абхазию своей родиной, то где же вы были в самые трудные для нее времена? Сегодня по решению парламента судебные споры по этому поводу временно не рассматриваются, но остаются всевозможные лазейки в дальнейшем возобновить этот процесс. Давайте раз и навсегда закроем эту тему
и примем закон, не позволяющий по истечении такого срока даже заикаться на тему их недвижимости. Одновременно, кстати, мы подтянем животы нашим коррупционерам. Это второе. И последнее. Никто не может быть убежден в том, что наши враги, даже не приезжая сюда, не приобретают здесь недвижимость через своих представителей, родственников, осевших здесь. А кто из нас с вами имеет информацию о совместных предприятиях, фирмах, развивающих здесь свой бизнес? Вы уверены, что учредителями там не выступают люди, которые против нас воевали? Ветераны войны, как и все граждане, имеют право по закону получить полную информацию по любому объекту, будь то гостиница, частный дом, либо любой другой бизнес. А лучше всего, если все действующие вопрос о внесении поправок в закон о средствах массовой информации, предусматривающий административную ответственность за отказ от предоставления информации. Это третье. Прошу внести все названные вопросы в резолюцию съезда. Спасибо за внимание. Утренними. Кто же они такие? Это как раз те, кто неплохо ладил с оккупационным режимом. Это те, которых этот режим охранял. Это те, которым грузины доверяли определенные функции. И это, естественно, члены их семей, которые не противились, а может просто находились рядом и поддерживали своих «освободителей», в кавычках. Было бы логично сразу после войны освободить территорию Абхазии от подобного рода элементов. И такая работа была проведена. Но этого оказалось недостаточно, в результате чего часть населения, до сегодняшнего дня мечтающая о возвращении грузинской власти, неплохо живет рядом с нами. Почему это стало возможным? До сих пор у нас отсутствует закон, позволяющий привлекать к уголовной и иной ответственности лиц, сотрудничавших и пособничавших оккупационному режиму. В ближайшее время необходимо принять закон, который позволит выявлять и привлекать к ответственности всех тех, кто воевал против абхазского народа, в том числе членов их семей и других граждан, которые молча и покорно прислуживали оккупационным властям. Все эти граждане должны понять, что в соответствии с новым законом они будут нести реальную уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения. Я не сомневаюсь, что после принятия такого закона они сами начнут разбегаться в разные стороны. Конечно же, нам необходим усиленный контроль за въезжающими и выезжающими гражданами. Это первое. В настоящее время начинают приезжать граждане, покинувшие территорию Абхазии до войны и во время войны, и через суды пытаются вернуть свою недвижимость. Возникает следующий вопрос. Если вы считаете Абхазию своей родиной, то где же вы были в самые трудные для нее времена? Сегодня по решению парламента судебные споры по этому поводу временно не рассматриваются, но остаются всевозможные лазейки в дальнейшем возобновить этот процесс. Давайте раз и навсегда закроем эту тему и примем закон, не позволяющий по истечении такого срока даже заикаться на тему их недвижимости. Одновременно, кстати, мы подтянем животы нашим коррупционерам. Это второе. И последнее. Никто не может быть убежден в том, что наши враги, даже не приезжая сюда, не приобретают здесь недвижимость через своих представителей, родственников, осевших здесь. А кто из нас с вами имеет информацию о совместных предприятиях, фирмах, развивающих здесь свой бизнес? Вы уверены, что учредителями там не выступают люди, которые против нас воевали? Ветераны войны, как и все граждане, имеют право по закону получить полную информацию по любому объекту, будь то гостиница, частный дом, либо любой другой бизнес. А лучше всего, если все
действующие. Вопрос о внесении поправок в закон о средствах массовой информации, предусматривающий административную ответственность за отказ от предоставления информации. Это третье. Прошу внести все названные вопросы в резолюцию съезда. Спасибо за внимание. Я, честно говоря, не собирался выступать, но не думал, что так живо данный съезд будет обсуждать проблему паспортизации бывшего Гальского района. Давайте все не перечислять, все другие районы. Хочу сказать, этой проблеме не месяц, не два, не полгода. А для оппозиционных сил эта проблема еще с 2008 года, когда вице-президент страны Рауль Тюмкович Хадимба подал в отставку в знак протеста незаконной паспортизации данного региона. С того момента оппозиционные силы, да я просто хочу напомнить тем, кто не знал или забыл, целенаправленно на всех встречах, съездах, митингах, брифингах, пресс-конференциях всегда озвучивали эту проблему. Прошли выборы в парламент, пришли в парламент оппозиционные силы. И там этот вопрос резко встал. И в исполнительной власти, благодаря позиции секретаря Совета Безопасности, данная проблема стала, как говорится, приняла очередной виток. В итоге, в общем, все пришло к тому, что в парламенте была создана комиссия по изучению законности выдачи этих паспортов. Кто бы ни был, кому бы как бы не хотелось, если даже весь этот съезд поднимет руки и скажет: ребята, все там правильно и хорошо, все там правильно и хорошо, мы все равно сделаем так, как мы это видим. И если это законно, мы искренне честно скажем, что это законно, а что там есть большие проблемы, это уже, понимаете, если бы не было больших проблем, 11 депутатов не инициировало депутатское расследование, 18 депутатов не проголосовал бы, Совет Безопасности не заседал бы, там есть большие проблемы. Я вас уверяю, что мы в срок, как положено по закону, доложим парламенту и всему нашему народу. И вы сами увидите все, что там происходило. Вот это раз. И второе, коль я вышел сюда, здесь мой друг детства, не только боевой друг, мы вместе выросли, Вадим Алексеевичем Смыров. Это человек, глубоко порядочный человек, у него есть своя позиция, и он имеет право всегда в этой стране говорить то, что он считает нужным. Я готов погибнуть за его правду, но я в данном моменте никак с ним согласиться не могу по одной простой причине. Мы в этой стране, занимаясь политикой, не занимаемся выяснением отношений. Я вас уверяю, у меня нет среди абхазцев личных врагов. И политических врагов тоже нет. Есть политические оппоненты, они могут на каком-то этапе быть моими политическими оппонентами, но мы должны понимать, что мы строим молодое абхазское государство. Если мы идем вперед, мы обязательно будем совершать ошибки, как и обязательно будем одерживать победу. Хотел бы подчеркнуть в первую очередь о том, что мы общественная ветеранская организация, и в первую очередь мы будем говорить об этих проблемах. Придет время, когда в рамках политических процессов, будь то президентские либо парламентские выборы, кто как не ветераны должны сделать свой выбор. Если мы будем объединены в общую, большую, сильную команду, понятную для всех, нет возможности с нами не считаться. Если же из ветеранских организаций создадут разные центры притяжения, где мы будем биться с друг другом, то все у них получится. Вот этот главный посыл, исходя из понимания которого я взялся за председательствование этой общественной организации на тот же год. А через год мы встретимся и поймем, что мы сделали, к чему мы пришли, и было ли за этим, за нашими словами что-то. Хотел бы зачитать проект резолюции и поставить его на голосование. Приближается 20-я годовщина победы нашего народа в Отечественной войне 92-93 годов.
Это событие является главной вехой современной истории Абхазии. Наша страна стала свободной благодаря мужеству и самопожертвованию лучших сынов нашего народа, объединенного общей национальной идеей. Руководству Абхазии во главе с первым президентом, главнокомандующим армии победительницы Владиславом Григорьевичем Марзенбо удалось реализовать главные задачи многолетней национально-освободительной борьбы нашего народа, такие как создание независимого государства, обеспечение суверенитета и территориальной целостности, формирование политических и гражданских институтов. На передовой линии в строительстве абхазского государства всегда стояли ветераны Отечественной войны нашего народа, которые играли ведущую роль в новейшей истории Абхазии. Именно они составляют все эти годы социальный стержень государственности Абхазии. За прошедшие годы в стране накопилось множество политических и социально-экономических проблем, в решении которых ветераны могли бы сыграть важную роль, объединив свои усилия во имя достижения общенациональных целей. Главным из них является сохранение и приумножение нашего народа, строительство сильной экономики, способной гарантировать достойную жизнь всех граждан Абхазии, воспитание нового поколения, которое сможет взять на себя ответственность за будущее нашей общей страны. Мы обязаны предпринять бескомпромиссные шаги для того, чтобы история Абхазии не повернулась вспять. Одной из этих мер является недопущение распространения политического влияния Грузии на территорию Абхазии. Эта угроза возникла в результате организованного властями Абхазии незаконного процесса паспортной приватизации жителей приграничных районов Абхазии. Другой задачей ветеранской организации является защита социальных прав участников Отечественной войны 92-93 году и семей погибших. Мы считаем недопустимым умаление социальных статуса людей, отстоявших независимость нашей страны. Кроме того, АРОА должна инициировать развитие и укрепление связи с нашими братьями, ветеранами-добровольцами. В целях реализации этих задач съезд АРОА постановляет: первое. Председателю Высшего Совета осуществить меры по консолидации ветеранов в рядах и организации вне зависимости от их политической принадлежности, наладить постоянную работу центрального аппарата и районных подразделений, направленную на защиту национальных интересов народа Абхазии и обеспечение прав ветеранов войны. Второе. Активизировать взаимодействие с ветеранами-добровольцами Республик Северного Кавказа и казачества. В этих целях назначить полномочным представителем АРО. Третье. Принять активное участие в подготовке предложений по реформированию Конституции и законодательства Республики Абхазия, выработке политики в сферах обороны, безопасности и патриотического воспитания молодежи. Четвертое. Потребовать от президента и парламента аннулировать паспорта, незаконно выданные в ходе массовой паспортизации, наказать виновных. Если эти решения не будут приняты до 10 сентября 2013 года, напрямую обратиться к народу посредством митингов, сходов и других массовых акций.